Эфир канала БСТ продолжает программа интервью. Здравствуйте, я Альбина Хайруллина. Сегодня наша выездная студия работает на медиа ЕЕНе. Говорим о будущем национальной журналистики. Гость студии – руководитель агентства по печати и средствам массовой информации Максим Ульчев. Максим Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня развилась такая бурная дискуссия, нужно ли поддерживать национальные СМИ дополнительными субсидиями. Долгие годы казалось, дадим денег, они выживут. Но сейчас, говорят, такая программа не работает, такая формула. Сложности есть. Не скрою, что есть определенный потенциал, скажем так, для роста, я скажу так. И сложности есть, есть определенные моменты, которые нужно подтянуть. Мы понимаем, что много вопросов, особенно в отношении национальных СМИ, но есть, которые, скажем так, касаются больше национальных СМИ, есть вопросы, которые общеотраслевые. И в первую очередь, наверное, это, конечно же, и кадровые вопросы, и вопросы финансового обеспечения. Все, казалось бы, на первый взгляд, банальные вопросы, но мы их вот для этого и собрались, чтобы их, скажем так, расщепить, разложить на косточки, понять, чем мы можем помочь сегодня национальным СМИ. У нас республика, как мы знаем, многонациональная, более 160 народностей проживает. И в отношении СМИ мы тоже достаточно разнообразны. У нас много успехов, но есть яркие проекты, есть проекты, которые известны на всю страну, в том числе телевизионные проекты. Но есть вопросы, и мы видим, где нужно помочь и подтянуть, помочь нашим коллегам. Как-то слушала ваш доклад по итогам года. Вы настолько хорошо оперируете цифрами и все помните, поэтому позвольте задать вопрос. О каком финансировании сейчас национальных СМИ идет речь? Сейчас какое соотношение? Сколько зарабатывает реклама и сколько прилетает сверху, так скажем? Я скажу так, что наиболее дорогой для государства продукт медийный – это телевидение, да. И это не секрет, что, конечно же, основную часть средств это вы получаете по государственному заказу. Да, вы получаете большой заказ, и вы получаете значительное финансирование. Ну, мы работаем 24 часа. Да, это канал. не упрек, раз мы продолжаем. Оправдаюсь. Да, мы же продолжаем это делать, да, соответственно, мы понимаем, почему мы тратим государственные средства. Их сейчас не так много, сейчас дефицит, и, естественно, мы смотрим, где, в каких краях можно поскрести, где можно, конечно, что-то, может быть, более рациональным путем использовать, направить на какие-то первичные цели, может быть, где-то поджать пояса. Это, к сожалению, сегодня такая ситуация, объективно она нас к этому обязывает. Постпандемичная? Да, это пандемичная ситуация. Сегодня в отношении бюджета республики это еще пандемичная ситуация. И нагрузка на бюджет никуда не ушла. И последствия расходов бюджета, да, нам, конечно, в значительной степени помогли федеральные деньги, насколько я понимаю, но ситуация остается напряженной. И если говорить про финансы, про так называемую зависимость или независимость от государственных вливаний, то в наибольшей степени я бы сказал, что зависит, конечно, телевидение, но надо отдать должное. Наши печатные СМИ, как мы говорим, в общем-то, на сегодняшний день это наиболее, может быть, такая уязвимая, да, сектор нашей отрасли. Вот печатные СМИ на сегодняшний день, они как раз в финансовом смысле пока более автономные, наиболее автономные. И они, скажем так, половину своих средств они зарабатывают. То бишь им оплачивают услуги печатным СМИ, их работу оплачивает читатель. То есть вот это идеальное соотношение 50 на 50 где-то срабатывает? Ну да, оно может быть с финансовой точки зрения более приемлемое для государства, но с точки зрения выживаемости и самих ресурсов, проектов есть, как бы, скажем так, над чем подумать, и есть запрос, конечно же, со стороны средств массовой информации всегда есть запрос на увеличение финансирования, но мы понимаем, что по отрасли ситуация неоднородная. Могу на сегодняшний день сказать, что наиболее, наверное, в уязвимой ситуации на сегодняшний день находятся именно муниципальные СМИ, точнее сказать, СМИ, работающие на локальных сегментах, у которых целевая аудитория – это население того или иного муниципалитета, город, район, село. Но зачастую это и есть национальные СМИ, да? Да, конечно. У нас порядка 40 изданий на башкирском языке, на татарском языке примерно такое же количество. И, как правило, несколько изданий только республиканские, а в основном это все СМИ, которые работают в городах и селах республики. Ох уж это нехорошее слово оптимизация. Вот вы говорите, ищем места, где подтянуть можно пояса.
вы экономист, нашли уже такие места? Ну, есть определенные мысли, да, но нету цели кому-то навредить, понимаете? И мы же понимаем, что мы все коллеги, мы все каждый день работаем друг с другом бок о бок, и нет такого, что кому-то сделать хуже. Я бы сказал так, что мы ищем, как можно помочь, в том числе помочь даже нашим подопечным, нашим подведомственным организациям, где-то какие-то принципы работы поменять, да, то есть мы стараемся все-таки помочь. Ну, всегда СМИ оценивают тиражи, рейтинги, там, насколько это правильно вот в отношении национальных СМИ. Стоит ли их так оценивать? Или, как сегодня прозвучало, что не нужно к ним какого-то особого отношения, все должно быть в условиях конкурентного рынка? Я бы сказал так, конечно же, национальные СМИ заслуживают поддержки, на мой взгляд, но это не должно замещать того, чтобы они были неэффективны. То есть они со своей стороны, в свою очередь, должны за это, как минимум, мы ожидаем, чтобы они были эффективны. А вот говорят сейчас о диджитализации. Насколько этот процесс уже запущен в отношении СМИ Башкортостана? На каком этапе? Я бы не назвал это таким процессом, который запускается сверху там, с какой-то одной кнопки, и эта диджитализация должна добежать ручейком до всех СМИ. У нас есть сегодня прекрасные примеры, когда средства массовой информации, печатные средства массовой информации в городах и районах нашей республики самостоятельно уже давно запустили так называемую диджитализацию, да, и выпускают помимо традиционных печатных изданий, они прекрасно освоили интернет, прекрасно развивают свои сайты, они прекрасно развивают аудиторию в социальных сетях. И что характерно, и в целом они добиваются обширного охвата своей целевой аудитории. Если мы говорим про муниципалитеты, то это как раз аудиторию города или района. И поэтому тут скорее надо говорить о том, что есть те, кто впереди, и они уже успели в этом конкурентном поле, скажем так, выбиться в лидеры. А есть кто еще, наверное, чуть-чуть подзапаздывает. Максим Владимирович, спрошу, а вы с каких газет или с какого телеканала начинаете свой день? Телеканал я начинаю, наверное, больше с просмотра все-таки порталов в интернете. Но не скрою, что для меня важна повестка, которая пробивается в топ Яндексе. И дальше уже, наверное, агрегаторы Яндекса, средства массовой информации, которые представлены, да, пробились в Яндексе. Локальные социальные сети, в том числе пресловутый уфимский Facebook, для меня не чужд. Сегодня прозвучала такая мысль, что любой пропагандистский канал, любое пропагандистское СМИ, оно убыточно. Но вы не думаете, что это отождествляется, что любое региональное СМИ, оно пропагандистское? Вот сегодня мы с коллегами договорились, что все-таки мастерство средств массовой информации быть массовым, да, это, как мы говорим, заложено в определении средств массовой информации, это все-таки относится к компетенции сотрудников и самого средства массовой информации. И что ни говори, примеры как раз успешных средств массовой информации, эффективных, это лежит на плечах тех, кто это средство массовой информации выпускает. А то, что государство еще и доплачивает, в общем-то, государство доплачивает за тот заказ, который размещает в этом средстве массовой информации. В этом плане я не вижу какой-то дисгармонии. Кстати, о кадрах эта тема тоже обсуждалась сегодня, что сейчас высшее образование в сфере подготовки журналистики нацелено только на подготовку печатников, так скажем. Хотя такая огромная сфера теперь интернет, СММ, вот этого нигде нет. Как-то вы со своей стороны инициативу проявляете? Быть может, что-то нужно поменять в программе, выступить там с какой-то инициативой? Мы готовим нам нужны другие ребята. Да, мы готовим блок вопросов и блок, скажем так, предложений по сотрудничеству, в том числе и к нашему республиканскому вузу, который выпускает журналистов. Мы бы хотели, конечно, чтобы... У нас уже на сегодняшний день, надо сказать, что представители наших средств массовой информации сегодня преподают на факультете журналистики в Башкирском государственном университете. То есть мы видим, и мы как можем, в общем-то, в какой-то степени даже и помогаем уже сегодня вузу выпускать, я бы так сказал, актуальных журналистов, специалистов. Но я полагаю, что отрасль журналистики или отрасль телевизионных специалистов – это настолько быстро меняющаяся
меняющаяся, в общем-то, профессия, да, которая требует, чтобы вузы поспевали. Наверное, вузы не везде поспевают. И мы в отрасли, наверное, меньше слышали бы проблем или меньше слышали бы упреков и жалоб на то, что нам не хватает кадров. Но на сегодняшний день, надо признать, эта проблема актуальная. И мы планируем в этом году, я думаю, что мы запустим какие-то проекты совместно с вузами. Ну, даже, быть может, не совместно с вузами, а сами курсы. Сейчас же много в интернете различные блогеры ведут курсы и зарабатывают на этом неплохие деньги. То есть учат писать тексты, учат писать тексты в интернете. И это же тоже могло бы быть каким-то заработком, тем же самым средством массовой информации. Насколько я понимаю, на сегодняшний день телерадиокомпания «Башкортостан», да, как раз имеет свою медиашколу. Запущен такой проект, и пару месяцев назад как раз я сам принимал участие в одном из курсов, который был для муниципальных средств, для муниципального телевидения, насколько я понимаю. Ну вот, наверное, это прямой путь к успеху в данном случае. Наверное, может быть, некоторым профессиям не надо обучаться на уровне высшего образования, да? Где-то, может быть, это то ремесло, которое нужно освоить за год, два, три, и, например, перенимать опыт напрямую от практики. Здесь нет, наверное, никакого секрета, но мы видим такие примеры. Я считаю, что это, конечно же, поддерживаю, это нужно развивать, да. Не сочтите за меркантильность, но все же спрошу, как вы думаете, вы как большой чиновник в нашей отрасли, когда-нибудь запустится программа поддержки журналистов? Тот же вопрос жилья. Ведь никогда в истории еще такого не было, чтобы была какая-то программа для поддержки журналистов. Может, тогда и кадровая проблема была решена? Я думаю, что одним вопросом выделения жилья кадровую проблему навряд ли удастся решить. От этого не появится много людей с фундаментальными знаниями или с какими-то навыками. Это все-таки. Подстегнет, да. Я вас понимаю, как журналиста, я бы, в общем-то, может, многим коллегам лично хотел бы пожелать воспользоваться такими программами. Я могу сказать, что у нас сегодня есть программы, в том числе, которые даже буквально на прошлой неделе мы подробно обсуждали, которые даже не обязательно для журналистов, но они тоже весьма привлекательные. Например, программа «Жилстройсбережение». Я не люблю верить в проекты, но я стараюсь, скажем так, найти и, может быть, даже рассказать о тех вещах, которые реально работают. Поэтому я знаю, что на сегодняшний день уже есть программы, в которых можно участвовать. Я бы посоветовал, как это не банально, но присмотреться к имеющимся программам. Например, программа «Жилстройсбережение». Надеюсь, коллеги меня тоже поблагодарят за то, что я их отметил, но, тем не менее, я реально верю, что там под небольшие деньги, под небольшие проекты она полезна. То, что касается отраслевых, ну, мы уже обсуждали это неоднократно, но я не думаю, что это прям в этом году какие-то будут решения радикальные. В целом, мы, конечно же, смотрим такие варианты. Я думаю, надеюсь, что мы что-то придумаем. Ну что ж, мы тоже будем настроены столь же оптимистично, как вы. Спасибо большое за беседу. Спасибо вам.